Добрый день! Сегодня 26 ноября, и мы проводим еженедельный брифинг по коронавирусной ситуации. С нами сегодня заместитель главы администрации по социальным вопросам Рамиль Назимович Хайретдинов и заведующий кабинетом медицинской статистики Верхнеаркеевской центральной районной больницы Нуриева Гульназ Ришатовна. По традиции, в первую очередь, слово передаем, Рамиль Назимович, вам. Расскажите, какова сегодня ситуация в республике. Добрый день, уважаемые жители Илишевского района. По информации Республиканского штаба по борьбе с распространением COVID-19 на 26 ноября 2020 года зафиксировано всего 13 715 случаев заболевания. Прирост за сутки 134. В стационарах 438 человек. Из них в тяжелом состоянии 36, на ИВЛ 12. На амбулаторном лечении 1507 человек. Выписано за сутки 76. Всего выписано 1692 человека. Зарегистрировано 2 случая смерти от COVID-19. Всего умерших на сегодняшний день 78 человек. Количество случаев с внебольничной пневмонией за сутки 418. Выписанных пациентов с пневмонией 423 человека. Согласно указу главы Республики Башкортостан о введении режима повышенной готовности на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новых коронавирусных инфекций COVID-19, хочу проинформировать о некоторых важных моментах, изменениях и дополнениях. Первое. Отменяется, а при невозможности переносится проведение запланированных на территории Республики Башкортостан мероприятий, в том числе деловых, культурных, развлекательных и спортивных, с количеством участников свыше 30 человек. Гражданам рекомендуется соблюдать режим самоизоляции, за исключением случаев приобретения продуктов питания, лекарств, обращения в организации, предоставляя услуги связи, поездок в садовые, огородные, дачные участки, загородные индивидуальные жилые дома, посещение кладбищ. Пройти иммунизацию против гриппа по рекомендации назначению медицинского работника. Вводится обязательный режим самоизоляции в отношении граждан, контактировавших с больными COVID-19, имеющих диагноз внебольничная пневмония, старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания, а также проживающих совместно с ними граждан. С 10 ноября до 30 ноября 2020 года включительно для граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих хронические заболевания, режим самоизоляции для указанных граждан не распространяется также на случаи приобретения продуктов питания, лекарств, обращения в финансовые организации и в организации, предоставляющие услуги, в период с 11:00 часов до 13:00 часов местного времени. Остается в силе обязанность граждан использовать средства индивидуальной защиты, маски, вне места своего проживания, пребывания, в том числе в местах массового пребывания людей в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах, в объектах торговли, в финансовых организациях, в многофункциональных центрах, предоставление государственных муниципальных услуг, также использовать перчатки. Повсеместно соблюдать дистанцию от других граждан не менее 1,5 метра, за исключением нахождения в такси. Воздержаться от посещения мест массового скопления людей, курения кальянов в общественных местах. Работодателям, индивидуальным предпринимателям, самозанятым, осуществляющим свою деятельность на территории Республики Башкортостан, во взаимодействии с медицинскими организациями рассмотреть возможность проведения вакцинации против гриппа сотрудников из групп риска, определенных национальным календарем профилактических прививок, а также выделение финансовых средств для проведения специфической профилактики против гриппа среди сотрудников, относящихся к группам населения, не входящих в национальный календарь профилактических прививок. Проводить обязательную дезинфекцию контактных поверхностей, мебели, оргтехники и других.
во всех помещениях в течение рабочего дня с периодичностью каждые 2 часа. Использовать в помещениях оборудование по обеззараживанию воздуха по возможности. Обеспечить регулярное каждые 2 часа проветривание рабочих помещений. Обеспечить необходимый запас дезинфицирующих средств для уборки помещения и обработки рук работников. При наличии столовой перейти на одноразовую посуду или обеспечить дезинфекцию многоразовой посуды. При отсутствии столовой выделить оборудованное помещение для приема пищи работниками. Торгово-развлекательным центрам допускать граждан, не достигших возраста 18 лет, только сопровождение родителей, законных представителей, при наличии документа, подтверждающего родительские права в отношении несовершеннолетнего гражданина. Дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям, профессиональным образовательным организациям и организациям дополнительного образования. Осуществлять мероприятия по выявлению обучающихся с признаками инфекционного заболевания, повышенной температуры тела, кашель, одышка и недопущению нахождения таких обучающихся на учебных местах. Не допускать на рабочее место работников с признаками заболевания ОРВИ и гриппом. Организовать комплекс профилактических мероприятий, предусматривающих обеззараживание посуды, воздуха и поверхности в помещениях с использованием дезинфицирующих средств и методов, разрешенных к применению, а также текущую влажную уборку в проветриваемом помещении. Обеспечить условия для гигиенической обработки рук детьми и работниками. Общеобразовательным организациям организовать для обучающихся 1, 5 и 11 классов, а также для обучающихся малокомплектных общеобразовательных организаций образовательный процесс в очной форме. Обеспечить реализацию общеобразовательных организаций для обучающихся 6, 10 классов основных общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования, программ внеурочной деятельности и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Управляющим организациям, товариществам собственников жилья, кооперативам, осуществляющим управление многоквартирным домом, безусловно исполняют рекомендации по проведению дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов и в многоквартирных жилых, в том числе по регулярному проведению профилактической дезинфекции в местах общего пользования, подъезды, тамбуры, холлы, коридоры, лифтовые холлы и кабины, лестничные площадки и марши, мусоропроводы. Местному телевидению, радио, редакция газеты «Маяк» совместно с Центральной районной больницей организовать информирование населения о правилах поведения при проявлении симптомов гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе коронавирусной инфекции, о мерах по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе коронавирусной инфекции, о мерах по противодействию распространению гриппа, острых респираторных вирусных инфекций, в том числе коронавирусной инфекции, о необходимости соблюдения требований, предусмотренных настоящим указом. Спасибо, Рамиль Назимович. Далее обращаюсь к Гульназ Ришатовне. Какова общая ситуация по распространению коронавирусной инфекции сегодня в районе? Пожалуйста. Добрый день, уважаемые жители района. На сегодняшний день в районе подтвержденных случаев зарегистрировано 206 случаев, это плюс 30 за неделю, выздоровление 173, это плюс 23 случая выздоровления за неделю. На сегодняшний день у нас в госпитале находится 4 пациента с новой коронавирусной инфекцией, 8 пациентов находятся на стационарном лечении на дому и 21 пациент на амбулаторном лечении. Ежедневно берется анализы ПЦР на исследование коронавируса. На сегодня уже взято более 7000 проб. Сейчас срок ожидания результатов у нас каждый день укорачивается, это 2-3 дня в среднем, но в некоторых случаях может быть и доходить до 4-5 дней, поэтому мы сейчас результаты получаем тоже оперативно. Переходим сейчас к вопросу. Как осуществляется обеспечение препаратами пациентов в амбулаторных условиях? Основанием для
обеспечения пациентов бесплатными лекарственными препаратами в амбулаторных условиях является наличие подтвержденного случая коронавирусной инфекции, либо вероятного случая по установлению лечащего врача. То есть вероятный случай, он устанавливается по клиническим и эпидемиологическим показаниям. Если по клинике у нас основные симптомы коронавирусной инфекции — это повышение температуры тела, сухой кашель, одышка. В таком случае имеется вероятный случай инфекции, и плюс эпидемиологические признаки. Это контакт с подтвержденным случаем коронавируса, это прибытие из других стран за последние 14 дней и, возможно, контакт с теми пациентами, которые находились на самоизоляции. И при таком случае, при вероятном диагнозе, также лечащий врач принимает решение назначить амбулаторное лечение и обеспечить бесплатными лекарственными препаратами. Но хочу отметить, что при появлении таких симптомов для установления диагноза обязательно должен быть осмотр лечащего врача. Обязательно должно оформляться информированное добровольное согласие на лечение, которое оформляется собственноручно пациентом, и пациент также собственноручно подписывается на получение лекарственных препаратов. С той недели у нас началась поставка лекарственных препаратов по линии Минздрава Республики Башкортостан. Это противовирусные препараты, антибактериальные препараты, жаропонижающие препараты поступили и поступили антикоагулянты. Мы у себя в аптеке формируем комплекты из этих препаратов в соответствии с рекомендованными схемами лечения и в зависимости от степени тяжести пациента. Каким категориям граждан проводятся лабораторные обследования на COVID-19 методом ПЦР? Вот по таким категориям постоянно у нас вносятся изменения, какие же категории подлежат все-таки ПЦР-диагностике. И последние изменения у нас произошли 23 ноября, они регламентированы приказом Минздрава Республики Башкортостан. В первую очередь ПЦР-исследованию подлежат все пациенты с внебольничными пневмониями, все пациенты с признаками острой респираторной вирусной инфекции. Подлежат также пациенты, которые находятся на лечении по поводу коронавирусной инфекции. Они обследуются однократно на 11-й день. Также обследуются прибывшие пациенты из других территорий, из других стран Российской Федерации с наличием симптомов простудных заболеваний. Они тоже подлежат обследованию. Подлежат обследованию у нас экстренно госпитализированные, те, кто планируется на плановую госпитализацию или на консультацию, они исследуемы не ранее 7 дней. Исследуются соцработники, дети и взрослые, которые проживают в закрытых типах учреждений, это пансионаты, интернаты, дома престарелых, там также весь персонал и все, кто находится в закрытых учреждениях, подлежат также диагностике ПЦР при появлении симптомов. И еще хотелось бы добавить, что если мы раньше ставили статус выздоровления у пациентов с коронавирусной инфекцией при наличии 2 отрицательных проб ПЦР, сейчас уже мы делаем только однократно, это на 11-й день. Если результат отрицательный, мы пациента уже считаем выздоровевшим. Если и второй тест приходит положительный, то мы дополнительно обследуем через 3 дня. Скажите, пожалуйста, вот есть ли какой-то определенный алгоритм, если человек заболел и у него появились признаки? Действительно, сейчас вот, среди населения я замечаю, что когда человек уже сам сталкивается с заболеванием 1 на 1, возможно, что некоторые теряются и не знают сразу сходу, что делать. Я еще раз хотела бы напомнить, что если у вас появляются признаки симптомов ОРВИ, то есть это повышение температуры тела, слабость, одышка, кашель, какие-то еще другие состояния недомогания, в таких случаях в
первую очередь вы можете обратиться в наши кабинеты, так называемые красные зоны, которые находятся у нас в Центральной районной больнице. Это 101 кабинет, кабинет неотложной медицинской помощи. Такой же аналогичный кабинет у нас имеется в детской консультации для детей. Эти кабинеты с отдельным входом. И кроме этого, если уже вы подойдете в нерабочее время или в выходные дни, тогда у нас имеется такая же зона в приемном отделении. Если вы сами не можете подойти в Центральную районную больницу, в таком случае вам необходимо вызвать бригаду неотложной медицинской помощи по номеру 56182, это для взрослого населения, 53107, это для детского населения, чтобы вызвать бригаду неотложки. В круглосуточном режиме у нас работает отделение скорой медицинской помощи, которое вы можете также вызвать по номерам 03-112. И когда у нас бригада выезжает, они также проводят забор биоматериала и при необходимости могут порекомендовать рентген, обследование грудной клетки. В таком случае также вам необходимо подойти в 102 кабинет для проведения этого исследования. И вот у нас еще один актуальный вопрос. Как можно узнать родственникам о состоянии пациентов, которые находятся в инфекционном госпитале? Действительно, да, у нас много обращений от родственников, как узнать состояние, может быть, что-то надо пациенту, динамика, прогноз, тактика ведения. В таком случае у нас организован телефон справочной службы по номеру 53192. По этому номеру вы можете поговорить с лечащим врачом, узнать о состоянии родственников. Режим работы мы установили с 8:00 до 20:00 ежедневно, включая субботу и воскресенье. Спасибо большое за информацию. На сегодня у нас все. Берегите себя и своих близких, будьте здоровы. И напоследок напоминаем вам телефоны горячих линий Министерства здравоохранения, Верхнеархиевской центральной районной больницы и антиковидного ситуационного центра. Всего доброго!